Привет, народ. Вот так вот. Всем привет. Итак, дорогие мои подписчики, друзья, знакомые, земляки. Настало 73 участника на лотерее благотворительным, надо это подчеркнуть. Честно говоря, я очень устал. Насыщенный день был. И в эти дни конкретно в усиленном режиме работаю. Так. И вчера ночью я получил сообщение от одного моего клиента. Покупает 10 билетов и 1000 дает просто так. Цитирую. Пусть поможет, хотя незначительная сумма. Пускай поможет якутским детям. Эти слова меня очень затрогнули, как и любого другого. Наверняка есть на свете добрые люди, знают, на что оно эти, скажем так, финансовая поддержка знают, поэтому такими, надо сказать, приятными отзывами я в свою очередь поблагодарил. Вот 20-го, надеюсь, до 20-го приеду, напечатаю все билетики, проверю, перепроверю, как всегда, с помощью крючка найдем. Добрый вечер у нас уже. Ну что, выставки готов. В прошлом эфире, в большом обзоре, я предоставлял ножи. Тех ножей уже выбрали. Некоторые, которые живут в Якутске, отложили парочку. Теми самым можете заняться и вы, мои земляки, которые чуть позже подойдут. Если понравилась вам та или иная модель. Вот. Что могу еще рассказать? Ну вот, чемоданы собираю. Завтра в дорогу. Потом посмотрим. И хочу во время открытий, во время выставки сделать прямой эфир, коли позволит трафик. Вот, хочу показать всему миру, что такое настоящие якутские ножи, кто их делает. Поговорим с мастерами по возможности. Но в принципе можем только узнать, из чего сделан материал и цены, соответственно. Вот. Ну, по неуточненным данным, более 40 мастеров приедет. Некоторые уже едут из разных концов необъятной Якутии. Вот. Имеется в виду северные районы. Благо,
у них пурги нету пока. Вот. Ну, во всяком случае, Артем Ханчаев вне зоны доступа, значит едет. Звонил, недоступен, значит едет. Но кто не знает, у нас в Якутии дорога открывается зимой в некоторых районах. Называется зимник. То есть ни светофора, ни знака, а одни направления. Короче, туда. Таких районов немало. И они в эти зимние дни дальнобойщики уже максимально едут после Нового года сразу, даже до Нового года сразу. Тяжелые грузы возят, продукты питания, уголь, ГСМ и так далее. В некоторых районах там доставляют летом угли и так далее. Те, которые лежат вдоль реки, больших рек. Рек таких немало, но есть труднодоступные села, труднодоступные районы сылые. Там доставляется только по зимнику. И если нам с Якутска, например, в Верхоянск ехать, примерно 3-4 сутки без остановки. Это на легковой машине, типа буханка, простонародье. Вот. УАЗики тут уважают. Но УАЗик это вещь. И современным языком УАЗер. То есть противотюнинговый. Специально одевают двойные стекла, чтобы не потело стеклом. Боковая, лобовая. Все сшивают заново, утепляют конкретно. На мостах заливает спирт, конечно, технический, чтобы мосты, масло моста, коробки не замерзло во время езды. Температурный режим сегодня у нас 44 было с утра, а вот через километр там, ну скажем так, 600 на север, нет даже 1000, там уже конкретно 54. Там уже начинаются конкретные горы, высокие, до 3, даже чуть более высокие горы. И через перевалы еду туда. Малый Алчан, Большой Алчан и так далее, и так далее. Верхоянские хребеты, там температура не повышается. Там активированные дни после Нового года сидят без карантина. По-моему, подруга моей жены, коллега, однокурсница, говорит, по ее словам, только завтра, то есть вчера или завтра начинает учебу. Так как у них карантина нет, минус 53. Тотально так стоит. Вот. И не дай бог по такой дороге, направлении ездить одному, без помощи. Как говорится, это очень опасно. Тут и волки, да и северный минус градус решает вопросы очень быстро. Если машина заглохнет, минут 10 максимум. За эти 10 минут не исправил, уже надо разжечь огонь и так далее. В общем, суровые условия. Действительно, вроде бы 21 век, вроде бы инновации, то все. Это где-то там. Действительно там есть, да. Светофор есть и так далее. Но чем дальше от цивилизации к северу,
тем самым люди становятся добрее. Они живут в таких условиях, что без доброты невозможно жить. Друг друга выручают, даже не здоровается. Значит, если один человек едет с глубинки в центр, то весь село буквально там подарки, документы, то все везет он сам. Вот так, без никакой оплаты, просто поддержать друг друга. Вот так и живут северные районы. Тяжко действительно. Зарплаты, сами понимаете. Вот. Без помощи, без мира и без надежной руки, без друзей, без родственников туговато там, ребята. Это, ну, смотрю я в ютубе охотников. Я тоже злоядный охотник. Там вижу там на гуся, на утку, на зайца, на кабана, на лося и так далее. Но в наших условиях, да, есть действительно и птица, и копытные и так далее. Но условия вообще кардинально другие. Вообще другое. И там, например, сели ребята, в магазин сходили, как говорится, отоварились. И на крузаках гуляют по степи. Остановились, постреляли и обратно вернулись. Такого, ребята, тут нет. Такого вряд ли будет. Ну, субконтинентальный. Если едешь там на охоту, ну, тут близко, ну, можно там пару дней. А если там на далекие районы, там и горы, там на барана, чубуку и так далее, ну, неподготовленному человеку лучше там не соваться. Минус 53 внизу, а наверху уже 47, но уже там воздух, как известно, не такой, как в земле, как будем говорить. И там уже при нагрузках человек много вдыхает, выдыхает, тем самым уже себе вред, получается, несогретый воздух уже легкие убивает, там не бегут, там тихонько ходят и часто-часто отдыхают. И там в верхушке сильный ветер, ну, 47 вроде нормально. И там местные почти в легких одеждах, без маски, без ничего. Туда-сюда, быстренько. А если какие, как я, люди с центральных, скажем так, поедет там 200 метров, 4 часа и все. Конкретно другие условия. Да, красота, да, действительно имеется. И обилие рыбы имеется. Но конкретно другие условия. Без подготовки, без хорошего снаряжения. И, конечно, без ножа лучше из дома не выходить. На диванчике полег, посмотрел YouTube, как люди гуси стреляют, и уснул, мечтая, когда будет весна. Вот так вот. Совсем другие условия, так что из разных уголков Якутии будет съезжаться именитые мастера. Будет там, надеюсь, я покажу, какие ножи делает тот или иной мастер. Вот. И какой, ну, там подаваться в подробностях не будем, наверное. Обзорчик просто так
лежат тут 10 ножей. Посмотрим и будем идти дальше. Какие могут быть красивые изделия, какие могут быть художественные и так далее. Ну, насчет соревнования. Первый соревновательный день будет нож поварской. Ну, как в тот раз рассказывал, точно так же будет. Непредсказуемый. Кто победит, неизвестно. И каждый участник, каждый, кто участвует впервые, кто участвует каждый год, скажем так, все волнуются. И даже я. Почему волнуемся? Это не мандраж. Ну, волнуюсь перед предстоящей выставкой. Имеется в виду соревнований. Потому что неизвестно, кто победит. И это очень важный вопрос, как бы каждому кузнецу. Вот. Ну, если насчет себя рассказать, то я, в принципе, готов. Даже могу сказать, какие сталями пойду. Я уверен, я их тут протестировал. Вот. И знаю, на что они способны. Вот. И тут играет очень огромный, даже 70% играет от тестирующего. Как он держит, как он что. И окончательная оценка вставляет жюри, а не этот тестирующий. Ну, в этом году в группе написали, что будет тестировать сам Бахаус. Это Дархан Ус Черопчинского соседнего улуса. Вот. Никакой там спортсмен, никакой-то там экстремальный охотник. Такого нету. Сам профессиональный кузнец, мастер будет тестировать ножи. Это уже совсем другой расклад. Но дальше сюрпризов организаторы молчат, не рассказывают, на что, как и так далее. Но, в принципе, будет войлок, резина, возможно, дерево обязательно будет, сухая доска, может и сучок будет. Вот, металл, без металла, наверное, не обойдется. Металл тоже будет. И канаты. Вот, ну, посмотрим. Что касается ножей, один из Эльмакса будет, другой CPM-овская. Посмотрим. Больше что сказать-то. Ничего вроде. Вот. Ну, как уже сказал, прекрасным дамам будет скидка. Вот. Без проблем насчет этого. Но кто успеет, кто придет первым, у того будет огромный выбор. Просто огромный. Вот, так что моих земляков призываю прийти не в 11, не в 10, а в 8 утра. Почему? Потому что я уже там буду. Буду начинать раскладывать. То еще. Ну, все мастера так будут. Места занимать и так далее. Регистрация, то все. Вот. Ну, так что, кто первый придет,
Как говорится, кто раньше встает, тому Бог. О. Так, таких больших но, конечно, есть надежда у каждого, которая никогда не угаснет. Ну, проще сказать, покажет цена. Посмотрим. Вот. Потом, если рассказать в прошлом году, так, в прошлом году я японской сталью на проверку дал СУС 440. Ну, пятерку вошел. И по протоколу, и так далее. Честно говоря, там надежды было небольшим. Вот. Но там, понимаете, слишком малое время дается тестирующему. Это раз. Второе. До конца не изучает, конечно, да. Проверяет параметры и все. Отвечает в заданное положение. Отвечает. Значит, этот нож уже входит в соревнование. Допуск дается. Вот. Как говорил один известный якутский мастер соседнего района, чья фамилия Ковров, Анатолий, он всегда говорил: хороший нож или плохой, это будет известно через год. Не через 10 минут, не 5 минут, не полгода, а год. И тут ко мне приходили, да, по гарантии хашки. Через год, как они провели, я уже вижу, сколько он работал, тоже вижу, оцениваю, как говорится, анализирую. Вот. Но Сельмакса по гарантии нету. Вот. И что, ну, это, допустим, доказывает, что этот нож действительно рабочий, действительно в неплохом уровне. Сталь имеется в виду. Все. Что еще дальше доказывать? Не о чем. Вот так вот. Ну там, как поведет там на сцене твой нож, там то пойдет, это пойдет, или тот пойдет, или тот. Тут уже как бы фортуна. Почему? Потому что все ножи в пределе, очень хорошо закаленные, максимально. Вот. И тем самым появляется у них минус, хрупкие становятся во всех металлах. Вот. Но в 2016 у меня уже есть один Оскар. После Дархана покажу, какой он. Абах был. Вот.
И когда я делал этот нож, этот нож был из стали Х-12, и он меня очень много мучил. Опять день приходит выступлений. Ну вот, послезавтра уже надо на выставку, а у тебя нет соревновательного ножа. Я тут, ну, вроде для продажи сделал, а для соревнований уже специально делаешь. В то время был только одно условие, один ножик и все. Никаких критериев и так далее. Ну, иду к своему учителю Данилу Якове. Вот. Кую 3 клинка. Одна сразу лопнула, вторая что-то не то, ну вот третья уже более-менее. Хорошо, закалил, то все, пришел домой. Делаю, а он никак не хочет. 3 раза пытался сделать рукоять. Только 3-й раз что-то ему понравилось. Ножными то же самое. Вроде обычная кожа. Конский волос. Ножны внутри деревяшка вставляется. Эта деревяшка то так, то криво, то дырка, то это. Вообще не хочет этот нож. Такой нож, такие ножны. Ну, значит, бычий хвост. По дороге засохнет, как бы рискнул. И там тоже а-ля тополя. Ну, ты, говорю, мучаешь меня. Ну, понимаешь, что если я этого пройду, и я этого осилю, то он что-то мне пытается говорить. Что-то он хочет себе именно такой. Но дух ножа мучает. Если прямо говорить. Ну ладно. Конский волос. Бычий хвост натянул, засохло. Ну и по-моему, в бычьем хвосте еще парочку раз. Первая была порванная, вдруг оказалась тонкая, второй уже вроде нормальный. Ну так помучил. Я конкретно сутки не спал. Вообще не спал. И волосы вот такие, и ногти, и руки все в грязи, в красными глазами. На такси вышел, разбудите меня в городе. Там по дороге там останавливается, чайной и так далее, а я уже сплю, мертвый. Ну чё, куда тебя довести-то? Чё, приехали? Давай сюда. Ну вот, этот нож лежит, соревнование второй день. На второй день соревновательный день. Выставляю ножик. Смотрю, в то время народу участников, по-моему, было немного, по-моему. Честно говоря, я уже подзабыл, что-то. Ну что, смотрю. Но все не дождался своего очереди. Охота была по нужде природы. Ладно, пошел я. Не стал смотреть. Пошел и заодно пообедал. Пришел, а тут лицо мне что-то так смотрит, ребята. Ну, вон он. Что-то подозрительно. Вот что такое случилось. Прихожу, объявляет цены. На сцене хозяин ножа, таким-то номером. Уходи. Вы победили, говорят. Я вообще не верю. Вроде мой номер. А что такое? Ухожу, смотрю, мой ножик единственный лежит. О, совсем другая радость была. Совсем другая радость была. Да, в 16 году первый Дархан УЗ после переименования УЗ Экспо Дегтярбыгах
номинации «Универсальный нож». Победил. И это обязало меня большим, трудным и большим, самое главное, ответственность. Вот поэтому дошел до таких сталей. Но это, конечно, не конец. Здорово. Будем дальше искать, будем дальше делать все лучше и лучше. И все для вас. Ну что, у нас трясатник. Так, какие-то комментарии. Акабурунат нам бахсай будем. Ой-ой-ой. Кого-то я удалил. Или чего-то я удалил. Антон de Sorere и натрасимала. Хагузен нахна бидемит кардыры. Огнамаран юкая кадрылыра авдайди. Нучалар бинаши донраллади кадаха. Привет, топсе. Кузня остама гарахая пал. Спасибо, ребята, за удачу. Дух ножа во сне не приходит, он не имеет этого права. Он наяву. И это ощущается не во время процесса, а всегда. И выявляется во время процесса. Да, есть такое. И эти ножи через пару дней будет на столе. И у каждого мастера совсем иной, совсем другой. Энергетика совсем иная. Кто опытнее, то вообще конкретно. Кто молодой уже, соответственно. Дух ножа только наяву. Во сне нету. К нему, если духу ножа во сне нет доступа конкретно. Если так грубо говорить. А так, по ощущениям, привет, Кисловодск. По ощущениям совсем другое. Ну, у меня пару лет тому назад охотники по дороге заехали. Давай наточи этот нож. Кончик там отвалился. Миллиметр так 5. Ну, наточил. Смотрю. Ну, почем брали, говорю. Фу, не знаешь, это экшен сонат, то все. Ну, там серебро, там и так далее. Я знаю мастера, автора. Я ему говорю, это не его нож. А он сразу такой, что такое? Как не его? Он мне лично дал. Да, это его ученики дали. Я ему так говорю. Но как так? Ну вот, ребят, клинок делал другой человек, рукоять другой, ножны другая. Даже женщина делала. А он мне сидит. Ну ты это шаман, что такое. Ну ладно, давай, удачи. Выехали. Приходит поздней зимой, тоже на охоту вроде, или в гостях. Приезжает и говорит, да, я действительно спрашивал у них, да, это выяснилось так-то, так-то, откуда ты знаешь, говорит. И он посидел тут, говорил, ладно, а ты это мне будешь делать? Ну, заказывай, без проблем, говорю. Хорошо, накоплю и приду, говорит. Третий год пошел, пока нет его. Так,
Так, удачи на выставке, спасибо. Да, действительно, хорошие слова. Да, ладно, ребята. У меня тут осталось собраться. Документики. Это, то все. Ничего не забыть. Много чего еще надо. Коли народу нет, у вопроса народа нет, позвольте откланяться. И встретимся в прямом эфире 16 числа, где-то 10 часов утра по якутскому времени. Вот. Ну, если там эфир пойдет так и сяк, сохранять не буду. Учтите. То есть там или интернет там какой-то корявый, или то, или все. Ну, посмотрю. Решу сам. Потом уже посмотрим. Так что, кто желает, добро пожаловать в Кружало. 11 начинается уже открытие официальное. Кто желает приобрести ножики моего производства, можете приходить 9:00. Можете 8:30. Там и переговорим про цену и так далее. Ну, кто раньше, тот и берет. Кто и можно там из 20 выбрать. И ну что там, что-то вяло стало по билетикам. Сегодня-завтра 4. За 2 сутки 4, по-моему, 5 человек приобрели. Ну, сказал 10, 1, 3 и 5. Больше нету. Но я думал, там перевалит за 150. Такого сожаления. Но я не знаю. Еще есть время вроде. 6 дней. Репостните по группам видео. Вот. На статусе вставляйте. Пускай народ подтянется. Хайдерт. Хими барар. Вот. И в конце концов, ну, 23 февраля там. Вот. Джекель. Тянто, ну, вопросу не кистаны, и не катаэлроун. И на мака пружина хаятан не шкиле, алкас хотрастин. Тунер вот та такая долларов. Вот. Пружина таду, стойка таду. Пружина таду, стойка таду. Стойка бургуна така патта. Адящий захаташ. Стойка да улла хатар мыха хэп. Катымын хэп. Грамма ол да хатар. Біз такая галяр кашия. Анда дилин бигіне тугу вардан ана хасы талетчи тәмәмис бәппин. Бәғарат яппай хэп. Кара хырала хосканама хатар. Онтан ваны оқ болар. Каляр Антон. Антон мұнен или тұта атақ тапшалара кашет яқпет. Ну чё? До свидос, ребята.